Здравствуйте, Мурат Орндыкбаевич. Здравствуйте, Я Амина. бесконечно рада видеть вас. Я благодарна, что вы выделили нам время из своего плотного графика и согласились побеседовать со мной. Амина, с большим удовольствием. Зная то, что у вас сейчас такая профессия, вот у нас этого не было, балетоведение, балетные критики, это те люди, которые вообще вот элита из элит, которые через себя пропустили все азы профессионального исполнительского мастерства, вот то, что вы учились, полный курс прошли, знаете хорошо репертуар, и сейчас занимаетесь таким нужным делом, которого у нас, к сожалению, это еще неизведанно, неиспаханное поле. Точно. Спасибо вам большое за поддержку. Наше поколение и те, кто младше, в основном знают вас как уже состоявшегося педагога. И потому мне бы хотелось более полно осветить вашу исполнительскую деятельность, а также узнать о ваших сегодняшних взглядах на развитие хореографического искусства в Казахстане. Но, как бы ни было, нам мало известно о вашем детстве, мало известно о том, как вы попали в балет. Потому первый вопрос, он о вашем детстве. Вот как вы оказались в балете? Скажу коротко, это не мое решение. Это решение моей мамы. Она у меня занималась, будучи, когда была студенткой на филологическом факультете Казахского государственного университета. Она занималась художественной гимнастикой, и даже в составе делегации от Казахской республики участвовала во всесоюзной спартакиаде народов СССР в Москве в 1958 году. И вот, значит, это ее было решение. Она у нас такой волевой человек. Я не знал и не хотел ничего. Так. То есть без меня женили. Да. Понятно. Я учился в простой школе в городе Уштобе, где я родился и рос. Первые три класса закончил начального образования в школе номер 1, которая носит имя Кемиля Тухаева. Это папы нашего нынешнего главы государства. Вот. И мама меня повезла в училище. Значит, был конкурс жуткий. 400 человек или 389. То есть не приходили, не отбирали, просто мама взяла и сказала, все, поехали. Да, поехали, все, поехали. Потому что ей нравилось вот это танцевать как-то. Я ж не знаю, почему пришло. Да. Значит, я, конечно, брыкался. Я был уверен, что меня не возьмут, когда я увидел, что конкурс на одно место 10 человек, тем более, что со мной рядом с Уштоби ехал юноша, он был постарше меня возрастом, он уже со спортивной гимнастики, то есть у него уже и растяжки, и какие-то мышечный аппарат готов был, и знаете, что они там крутятся, вертятся, вестибулярный аппарат, и музыкальность, и так далее. Я был уверен, что он поступит, а я поеду к себе, значит, на родину. И вот этого я желал. Но получилось наоборот. Его не взяли, а меня почему-то приняли. Разглядели способности. Не знаю, в общем. И так вот получилось, потому что, конечно, я и первые полгода брыкался, писал письма, заберите меня. Мама была непреклонна? Нет, она через полгода разжалобилась, ее сердце растопилось, и она приехала забирать меня, значит, с училища. Но вот наш классный руководитель, я помню до сих пор, Валентина Степановна Котенева, учитель математики, наш классный руководитель, она отговорила маму забрать, говорит, нет, у него все пройдет, оставляйте его. Вот я так и остался я в балете. Понятно, спасибо. А можете вспомнить забавную историю, которая вот приключилась с вами, возможно, во время учебы в хореографическом училище? Сложный вопрос, потому что наша жизнь настолько была насыщена, моя вот в балете, что мне давали танцевать. Я начинал с небольших концертных номеров, небольшие ПДД, и потом уже спектакли, камерные спектакли за главной партией. И вот каждый новый день он предоставлял такое удовольствие, такие вот, то есть мы как-то вот все время вот на такой ноте находились, в тонусе, будем так говорить, что как-то вот даже я сейчас не могу такое что-то одно выделить, да, что-то. Да. Вот, если вот, вы знаете, вот если артист кардебалета вот и вдруг он станцевал значимую для себя партию, он бы это
запомнил на всю жизнь. У меня, к сожалению, такой... Я помню, что я пол зарплаты, наверное, только тратил на то, чтобы, значит, отмечать свои премьеры. Это у меня проходило на протяжении очень долгого периода, буквально до моей свадьбы. Вот так. Здорово. Ага. Ну вот, тогда переходя к вашей свадьбе. Так. Расскажите, пожалуйста, вообще поделитесь историей вашей встречи с Майрой Мустафовной, с вашей женой. Той, кто подарил вам прекрасную дочь, ведущую солистку. Да, спасибо, вашу театра. соклассницу. Да, мою соклассницу, мою подругу Жанелю. Скажите, я спасибо. думаю, будет интересно послушать. Это был 84-й год, июнь месяц. Я, к сожалению, тогда получил травму. У меня была серьезная травма коленного сустава. Мне сделали операцию. Я когда первый раз захотел я уходить из балета, я уже решил, что нет, я не смогу восстановиться и брошу, уйду в другую профессию. Ну, если так судьбе суждено. Я не противился, в общем, этому. Вот, и концерт был молодого балета Алматы под руководством Булата Юханова во Дворце Республики. Это был июнь 84 года. Ну, а мои друзья работали в театре Абая, вот мы с ними встретились в вестибюле, мы стояли, разговаривали, вдруг подошла какая-то девушка абсолютно нервная, прозрачная, худенькая, я помню, такая белая марлевочка на ней такая, осаночка, я говорю, а кто это? Она, а мне ребята говорят, а это наша, говорит, вот приехала только с Москвы. Я говорю, когда она приехала? Вот только приехала. Говорю, а как ее зовут? Майра, говорит, зовут. Ну, в общем-то, она мне сразу с первого взгляда понравилась. Вот, именно вот, какая-то она такая естественная была. Вот, чистота мне вот такая, это подкупила. Когда она подошла и просто спросила, извините, пожалуйста, а вы не видели, где наши девочки ходят? Вот этот ее вопрос был. И вот как-то с этого Поняли, началось. что вы попались. Да, я попал. И вы знаете, наверное, скажу, вот, клянусь, наверное, ни разу об этом не пожалел. Следующий вопрос такой. Был ли в вашей судьбе человек своими словами или поступками, повлиявший на ваше мировосприятие, на отношение к людям и жизни в целом? Да, сложный вопрос. Конечно, это мои родители, это мое окружение, это родственники, прежде всего. Это мои педагоги в хореографическом училище. Я очень много имел встреч с Сарой Дисиной Кушербаевой. Вот в то время, может быть, я вот такой, не совсем ее понимал. Вот сейчас я об этом где-то немножко думаю, какой она мудрый все-таки человек. И мы уже по окончании училища, она уже была педагогом, просто мы вот так часто общались. Я приходил в школу, и долго-долго мы с ней беседовали. Вот это все равно. Она в свое время говорила: Мурат, ты должен работать в театре, ты только там должен работать, я тебе помогу. Ты поедешь на стажировку в Москву, хочешь на год, хочешь на 2, я все для тебя сделаю, только ты должен работать в театре. А я после окончания 5 лет работал у Булат Газиевича Аюханова. И вот я, когда травму получил, и вот этот был первый мой такой позыв, что я должен уйти с профессии. Вот, Булат Газиевич какой-то определенный лепту внес вот, в мое мировоззрение. Но особо вот из мира балета, конечно, я выделил Зорга Ильича Райбаева, с которым мы уже дружили прямо с 1977 года. Я помню его первое слово, когда он спросил, значит, он ставил
к примеру, Мереке Би. На 24 пары мы танцевали на празднике Ауэзова, юбилейном, в Большом театре. В опере «Абай» участвовало 24 студента, да, пары. Это учащиеся старших курсов Селезневки нашей, и я вот в том числе. И когда там получилось значит, музыкальное так, менномосса, мы там, мужчины, сидим возле Молдас, и я вдруг оказался прямо напротив Заургалича Райбаева. И рядом сидела Сара Эдисона Кушербаева, на тот момент директор училища. И он так у них спрашивал: а это что за мальчик? Она говорит: а это, говорит, наш Муратик. И вот как-то вот потом, значит, с этого, наверное, и началась какая-то вот у нас связь с Заургаличем. Мне так очень импонировало то, что он обратил на меня внимание, и уже на следующий год в его постановке «Болеро» он уже мне доверил 4-ю пару солистов, которые уже к финалу подходят, там, где уже накал, и там страсть, там темперамент уже. То есть первая пара, она начинала рассказ, вторая усилила, третья. И вдруг мы с Ларисой Большаковой выходили в 4-ю парой, там уже был такой апофеоз, и уже развязка там была уже, когда сказали балетом. И эту связь мы до его вот кончины мы дружбу нашу сохранили. Потому что я служил в армии, когда я ну так получилось, судьбе было угодно, потому что я в войска попал на Дальний Восток, город Артем, в тайге, это под Владивостоком 35 километров. В общем, нелегко. Ну да, я не хотел идти. А вы знаете, когда человек не хочет, а получается в такой ситуации без желания, это вдвойне гнетет. Я подумал, что если судьба такой, значит, приготовил такой удар, такое испытание, значит, его должен пройти с честью. И в принципе я думаю, что это мне как-то даже в дальнейшей жизни помогло. Но я хочу сказать о другом. О том, что когда мне сказал Дневальный, значит, роты приносили письма, и говорит: о, Тукеев, тебе письмо из Казахстана. Ну, я полной уверенности был, что это от родителей моих. Оказалось, от Заургалича. Вот это прямо, знаете, как мне... Вот, я так обрадовался, тронуло меня буквально, вот я теплотой такой письмо веяло. То, что меня здесь вот ждут, обо мне думают, знаете, это как-то согрело. Силы. Вы проработали в труппе Булата Газизовича Аюханова, молодой балет Алматы, 5 лет. Да. Можете рассказать о причине своего ухода и какую оценку этому коллективу вы можете дать сейчас? На сегодняшний день? На сегодняшний день. Да. Спасибо за вопрос. Значит, я пришел в коллектив Булата Газизовича Аюханова, молодой балет Алматы, он тогда так назывался. Мне еще не было 18 лет, 17,5. То есть я совсем еще юноша был, не окрепший, и я прошел хорошую школу, особенно в плане как физически окреп я сильно. То есть я начал с небольших концертных номеров сольных, потом на классические ПДД, и уже ведущие такие роли в камерных спектаклях, как и самого Булата Газизовича Аюханова, и приглашенных балетмейстеров, в частности, как у Александра Полубенцева, где я исполнял партию сына оленя, или Олега Соколова, где я роль красноармейца, там балет «Помните» был под Шостаковича, сложнейшая музыка, но я танцевал. Но дело в том, что, Амина, я где-то через, наверное, скажу так, полгода, год, я понял, что сам жанр хореографической миниатюры — это не моя стихия, это не моя природа. Мне нужно было участвовать в широких таких полотнах хореографических. Даже не обязательно я был готов все бросить, положение ведущего, там, молодого солиста балета, и опять пойти с нуля все начинать. Где-то, знаете, в 4-й линии кардебалета, у задника где-то, что-то творить, да, исполнять какую-то актерскую задачу, смысловую нагрузку нести, свои краски от спектакля к спектаклю не повторяешь же у них. Вот это мне нравилось, сама игра на сцене.
А вот в камерных спектаклях, конечно, такой возможности не было. Условные декорации, условности, вот, и потом маленький. Конечно, это в этом и есть гениальность балетмейстера, как Булат Газизович Аюханов. Он мастер хореографической миниатюры. Первый в Республике Казахстан. Ему надо отдать должное, и это неоспоримо, конечно. Но, опять-таки, я повторю, что мне вот хотелось танцевать в больших полотнах. И по этой причине? И по этой причине, вы знаете, я долго к этому шел. Сейчас, наверное, первый раз говорю это открыто. Я 4 года уходил от Булата Газизовича в своих мыслях. Я не мог никак как бы решиться сказать ему, потому что я чувствовал к это себе... расценивалось как предательство? Да. Я очень хорошее отношение к себе его чувствовал, поэтому мне было нелегко это решение далось, но все-таки я решился, конечно. И это случилось в апреле 1984 года. Я 5 лет проработал. Тем более я подумал еще так: Булат Газизович, я вам, наверное, уже и не нужен, потому что я уже успел получить большую травму, мне прооперировали левое колено, мое опорное, толчковое, потом мне пришлось переучиваться, все в другую сторону делать. Я поменял ногу вообще с левой толчковой на правую. И я думал вообще уходить с балета, потому что это было очень сложно. Тем более, что как-то неудачно мне сделали операцию. У меня так и коленный сустав, он не восстановился на 100%. То есть до конца колено не вытягивалось, и на гран-плие я не садился уже никогда. Это будучи в возрасте 22 года. Это со мной произошло. Поэтому да. Вот. Булат Газизович вас отпустил спокойно, и вы по-хорошему расстались. И мы расстались, да. Было непросто, но мы расстались. Так, я думал, что я пойду в какой-нибудь технический вуз, поступлю, буду готовиться и так далее. Но вот благодаря Минтай Жанеличу Тлеубаеву я пришел когда в театр попроведать своих друзей после армии. Вот. Он мне говорит: так, слушай, вот тебе 2 недели, и ты в зале должен быть. Я говорю: нет, Минтай Жанелич, я ухожу, я решил для себя. И его довод такой резонный, он говорит: посмотри, какой месяц сейчас на улице, какая погода. Я говорю: ноябрь 86 года. Вот, говорит, ты, говорит, проработай, говорит, до июня, что ты сейчас на улице будешь ходить, где ты, куда устроишься на работу. А там, говорит, решай, пойдешь ты туда. Я так подумал, очень резонно. Вот вам посчастливилось, вы сами уже сейчас рассказываете, повстречаться на своем пути вот с казахскими балетмейстерами, почти со всеми, да, с реформаторами, первопроходцами. Это и Тлеубаев Минтай Жанелич, это и Заур Райбаев, да, Заурбек Мулдагалиевич Райбаев, Булат Газизович, Даурен Тастанбекович Абиров, Жанат Куримбаевич Байдаралин. Безусловно. Вот, счастье, действительно, да. Можете вы рассказать, в чем заключалось ключевое отличие в работе с каждым из них и что, напротив, их объединяло? Что их объединяло? Любовь к балету. Мне посчастливилось. Вот я как раз-таки, мы люди одной эпохи. Они как балетмейстеры, а я как исполнитель, их исполнитель. То есть я их мысли нес уже на сцене. Да, я как инструмент, я как пластилин в их руках. Поэтому я здесь сейчас такую скажу: давайте начнем, наверное, с Даурена Тастанбековича. Все-таки он самый постарше, он самый первый профессиональный балетмейстер. По большому счету мы с ним немного работали. Опять-таки, когда он пришел в театр, возобновлял первую редакцию своих танцев в опере «Биржан», когда они работали с Брусиловским. То есть там триумвират был. Главный режиссер, главный дирижер, главный балетмейстер, они вместе все создавали. И поэтому я думаю, наверное, что вот его танцы близки к первоисточнику. Они более подходили в канву этого спектакля, видение режиссера. Потому что они вместе его создавали. Да. И здесь вот он, знаете, я уже был премьером театра.
И вот он подошел и говорит: Мурат, вот я попрошу тебя, только премьеру, выйди, пожалуйста, и станцуй мне начальные 12 тактов. Все, больше от тебя ничего не надо, я тебя прошу, только премьеру. Говорю: Даурен Тастамбекович, только для вас. И начинается, значит, первая картина, первый акт, там, сцена такая, казахша курес, и там и там два сесончика буквально припросен, и с налету, значит, уже пируэты, малыши, как мы их называем, поза, и начинает уже масса. Вот из-за этих вот маленького кусочка исполнения он попросил, чтобы я вышел. Я не знаю, почему так он решил, но я, конечно, не мог ему отказать. Вот. А то, что касается Булат Газича, конечно, вот он меня принял юнцом. Я очень сильно вырос в исполнительском мастерстве. Физически я вырос. Я соприкоснулся с теми ПДД, которые никогда их не было в репертуаре театра Абая. Понимаете, это большой такой жизненный опыт. Я соприкоснулся с хореографией приглашенных балетмейстеров: Александра Полубенцева, Олега Соколова, Май Эстер Мурдма с Эстонии, да. То есть приезжала Наталья Дудинская с Сергеевым, они работали в коллективе. То есть вот это вот соприкосновение вот именно с другими, да, балетмейстерами, с их взглядом, другой культурой. А вы сами знаете, колыбель нашего балетного искусства — это же Ленинград. Конечно. С Минтай Жениличем мы с ним работали, ну не знаю, я сейчас вот, как бы скажу, у нас не было с ним выходных. Вот это я вам клянусь. Я молодой, не женатый еще, то есть свободный абсолютно от семейных всяких усток и семейных проблем, обязательств и так далее. А ему надо было творить. И вот он говорит: так, Мурат, в понедельник у всех выходной, а ты приходи на работу, мне нужна твоя помощь. И вот он, значит, мы приходим и раскладываем журналы, балет, все, какие у нас есть. И придумали поддержки там, вот это у нас такой момент был. А потом, да, творческий. И потом он же меня начал ставить ведущие партии в своих спектаклях. Я начал с его детского, значит, спектакля, как «Доктор Айболит», где он сразу меня первым составом поставил Бармалея. Ну, Ванечка у нас, Бахчан Смагулов был, я где-то там, но Бармалей это на меня он ставил. Потом его спектакль уже, ну, позже уже буквально, это вот как «Дама с камелиями» Альфреда, «Прощание с Петербургом». В общем, мы много с ним работали. Вот, что касается Жаната Куримбаевича, вот он, ну, в современной хореографии работал. И когда вот у нас театр был закрыт на долгие 6 лет, да, на реконструкцию, и мы учились в училище, Булат Михайлович Джантаев, директор училища на тот момент, он нам предоставил большой зал первый. И мы там, значит, труппой занимались вот классикой, массовой репетицией. И Жанат Куримбаевич тоже в этот момент творил в училище, вот его постановка, особенно «В пути», я помню. Несколько, помните, да, несколько частей. Очень здорово. И он тогда вот очень популярная была Джордж Майкл в то время, эстрадный певец. И вот его песню, вот он говорит: давайте я на вас поставлю с Гульжан Шамбековной, Гульжан, номер «Мимолетности». Абсолютно бесплатно. И это ставилось на нас. Он приходил в свободное от работы время. Мы тоже где-то выбирали уже после того, как вся труппа уходила на перерыв до вечера, или же мы в вечернее время оставались. И номер получился такой вот, ну, он звучал, и всегда вот, ну, не знаю, в нашей дирекции он нравился. Мы в правительственных концертах участвовали, на фестивале, вот в частности, казахстанцы «Звезды мирового балета», вот несколько раз туда его ставили, вот этот номер. Очень ответственный человек, чрезвычайно ответственный человек.
и очень, конечно, талантливый, одаренный человек, потому что, работая в молодом балете, где есть своя специфика, это все-таки камерный балет. Он потом перешел работать в оперный театр и довольно быстро адаптировался, где уже идут масштабные большие спектакли, где нужно исполнять большие какие-то роли. И Мурат очень удачно вписался, он стал ведущим нашего театра, и ведущим очень великолепным, просто очень хорошим. И долгие годы, вот в искусстве всегда бывает так, вот на кого глаз, как говорится, главный балетмейстер упадет, и тот, как паровоз, тащит весь репертуар. И вот Мурат долгие годы, можно сказать, буквально он стер свое тело. У него, как и уже у многих артистов балета, те, которые уже заканчивают карьеру, все скрипит, как вот самое, все хрипит, все суставы уже больные и так далее, потому что труд очень тяжелый, очень зверский, просто тяжелый труд. Люди очень практически часто работают в очень таких невыносимых, неприспособленных для балетных условий, особенно сейчас. Мурат на сегодняшний день везет еще и другой воз. Он является заведующим балетной труппой, и на нем висит вообще вся черная такая, вся самая грязная работа, составление репертуара, это и репетиции, это каждый день определять состав, а учитывая, что, например, что артисты, выступая в АХБК, иногда как бы выступая прямо на улице, там такой же адский собачий холод, и каждый день простывают, и каждый день надо успеть скомплектовать боеспособную труппу, и параллельно еще саму вести уроки, репетиции, то есть это, это ужасно, это очень тяжелая вещь. И он с этим делом хорошо справляется. Мне еще нравится, что он по характеру очень такой мягкий человек, при всем том. Обычно люди, которые находятся на начальственных постах, особенно в такой беспокойной среде, как артистическая, они свирепеют, они звереют, они превращаются в тиранов, монстров и так далее, кровопийц, кровожадные, психованные уже, нет, вот таких. И вот надо сказать, что он находит удивительно, я так вот подсматривал со стороны, это интересно, знаете, как человек раскрывается в другой ситуации. И вот он умеет очень, как-то так, у него есть какой-то особый подход, талант, очень как-то так ненавязчиво, двумя-тремя словами, артиста балета заставить работать, это страшное дело жить. Ну и, конечно, самое весомый такой отпечаток оставил Зоргалич Райбаев. Вот наша дружба с ним, которая случилась с нами в училище. Вот, а потом, значит, я помню, когда я пришел, уже будучи работая в Булат Газиче, мой соклассник Ербулат Асылгазинов танцевал партию Спартака, была премьера у него. Ему было 22 года. 22 года, это 83-й год. И вот он пришел, он пригласил меня. Я пришел, с удовольствием смотрел. Он вообще масштабный танцор, любил широко танцевать, вот это не отнять. И эта партия очень ему шла. И вот Зоргалич меня встречает в коридоре и говорит: ну как, Мурат, тебе понравилось исполнение? Я говорю: да, очень понравилось, Зоргалич. Ну, конечно, я видел то, что хореографию, текст он немножко уже, так сказать, с учетом возможностей Ербулата он сделал, там поменял. У нас непревзойденный Спартак, это, конечно, Рамазан Бабов, первый исполнитель этой партии. Вот. И Зоргалич говорит: приходи, говорит, в театр, говорит, на роль Краса. Такое неожиданное было предложение. Я говорю: Зоргалич, это шутка? Как вы смеете? Какая же шутка? Нет. И это мне так вот, знаете, вот я тоже, вот он умел удивить, он так... И приятно удивить. Да, приятно удивить. Но вот опять-таки вот судьбе было суждено так случиться, то, что я танцевал не Краса, а Спартака. В дальнейшем уже. Буквально перед смертью я ему звонил на предмет того, что говорю: Зоргалич, вы знаете, вот сейчас вот времена другие, вот, ну, немножко как большое слишком полотно, нельзя ли как-то так сократить его, где-то купинуть? Он говорит: Мурат, я тебе все доверяю, я верю в тебя, я тебе все доверяю. Как считаешь нужным, так и делай. Вот тебе мое слово.
И я вот спектакль, значит, сели мы с дирижером, с концертмейстером Людмилой Юртаевой. И вот один из выходных дней мы полностью просидели, и вот всю партитуру, значит, мы его купернули где-то, что-то, чего-то. Но от этого я считаю, что спектакль не потерял. Он наоборот, он стал такой динамичный и такой-то. Ну, мы буквально вот, не нарушая структуру, где-то форму музыкальную А, то есть вот он мне разрешил такое. Вот поэтому я думаю, что Заур Галиевич все-таки. Мне его хореография, она близка. Я вот не знаю, я вот, мысль его, что ли, вот вижу, она витает. Даже мне не надо ничего говорить, он начинает, я уже иду, он говорит, все вот так. Вы понимаете? Понимали Как друг друга. на одной волне. Понятно, спасибо. А какой метод создания образов использовали вы? Ну, то есть ваш исполнительский опыт, он большой, диапазон созданных сценических образов, он очень широкий, да? То, что касается такой голубой классики, это либретто. Это либретто, это уже, ну как бы надо вот стиль эпохи поймать, дух, и там большого труда не надо, я вот так скажу. А то, что касается уже таких вот партий, как ну, в жанре лирического образа, вот, особенно вот у нас Жизель, знаете, как он должен показать вот этот перепад. Развитие, да? Да, вот посмотрите, Альберт, какой он должен быть в первом акте, и какой во втором. Это абсолютно, да, должна быть вот это вот, должен солист балета показать именно вот этот трагизм ситуации, то есть образ полностью трансформируется. Если он любитель, может быть, шашни, он увидел красивое лицо, увлекся, он забылся, пофлиртовал и так далее. И вдруг из его вот этой вот, будем так сказать, да, вот этой бравады его юношеской погибает ни в чем не повинная девушка, даже если она крестьянка. То есть во втором акте он совсем, у него должен быть другой образ. Здесь, конечно, к истокам. То есть какая эпоха? Романтизм, да? Наивысший спектакль эпохи романтизма, это все-таки Жизель. Да. И потом, безусловно, это Вийо. Как ее танцевали. Вот мы в свое время знаем, что Спартак — это Владимир Васильев. Там, Лебединое озеро — это Александр Богатырев, к примеру, Большого театра. Ну а Жизель — это Михаил Лавровский. Ну, смотрели, сопоставляли как-то вот что-то. Это тоже немаловажно. Надо было пропустить через себя. А вот вы знаете, потом как-то я не скажу, что я кого-то копировал. Оно у меня изнутри шло. Я никогда, допустим, не повторялся в спектаклях. Да, я думаю, и все большие артисты никогда не повторяют. Вот что, в частности, обо мне сказал Заур Галиевич, он мне сказал то, что, говорит, обычно бывает классики, героического плана, лирического плана, там, или где-то гротеск, там. Он говорит, Тутеев, я бы сказал, классического плана танцовщик. То есть он меня не приклеил, мне ермо какого-то жанра. И поэтому, наверное, разноплановый. Мне удавалось и то, и то. Я везде был одинаковый, комфортно себя чувствовал. Везде. Взять из 25 наименований спектаклей, у меня получилось 30 партий, более 30 партий. То есть я в одном спектакле мог танцевать несколько партий. Один раз я танцую Джотто, в следующем спектакле я танцую Паоло. В Каракос я танцую Наршу, в следующем спектакле я танцую Сырым. То есть и там должен быть убедительным. Какие, на ваш взгляд, национальные балеты, снятые с репертуара отечественных театров, должны быть восстановлены? И почему? И не только отечественные.
не только отечественная мина. Я думаю, что вообще репертуар театра – это его богатство. Поэтому я бы сказал, что это должно относиться ко всем спектаклям. Но и то, что касается отечественных, то, безусловно, это шедевры Зурабагича Райбаева. Это «Спартак», «Фрески», наверное, половецкий стан, половецкие пляски Бородина. Вот он поставил буквально это к фестивалю «Казахстанцы звезды мирового балета». Ну, он небольшой, но почему бы его не пускать? Это мастерски поставлено и очень хорошо смотрится. Вот. «Каракос». Алексидзе. Да, Георгия Дмитриевича Алексидзе. Постановка, значит, 91 года в Театре оперы и балета имени Абая, да? Вот его, конечно, надо бы восстановить. Но я не знаю как, это вопрос уже другой. Вот. Уже, наверное, лет 7 не идет этот спектакль, как «Глеб и Саракыс». Постановки, значит, музыка Алмаса Серкибаева, постановки американского балетмейстера Марго Саппингтон. Ну, почему бы нет? Мы, кто, как не мы, да, казахстанцы, должны у себя в репертуаре держать и обязательно за ними следить, за нашим национальным репертуаром. Его надо хранить. С вами согласна. Три ключевых качества, да? Педагог. Педагог. Это талант, безусловно, потому что сколько мы знаем таких примеров в мире, когда человек сам не танцевал, а стал гениальным впоследствии педагогом. Вот яркий пример Пестов в Москве. Поэтому это прежде всего талант, конечно. Ну, на мой взгляд, немаловажна сценическая деятельность. И желательно в качестве ведущего солиста. Потому что вот он должен через себя пропустить. То есть вот эти вот само исполнение, обладание всем спектром движения мужского классического танца.
И третье, не лениться после того, как завершил свою карьеру сценическую, опять сесть на теорию, методику. То есть опять как бы окунуться туда. Вернуться, да. Я уже своим таким взглядом, уже сформировавшимся, уже опытным, опять всю методику, теорию с первого класса пропустить через себя. Что касается хореографического училища, там, конечно, немножко не так, как в ВУЗе. Скажу как. Каждому ученику дифференцированный подход. Ну, я в училище в общей сложности проработал 15 лет, получается, да? У меня были выпуски, но прежде всего мне хотелось, чтобы это были крепкие ребята, которые бы обладали всем, опять-таки, спектром движений мужского классического танца. Да, всем арсеналом там уже, чтобы вот выходит, да, выпускник, чтобы уже вот он затанцевал, чтобы адреналин уже какой-то, чтобы было вот восторг какой-то вызывал. Вот, ну, разные, опять-таки, ученики. Кто-то в Дон Кихоте, кто-то в Жизели, кто-то вот в классике, когда вот с большого пальчика дотянуться все ног поразило бы, да, формой, чистотой своей. Вот я вот чисто, наверное, скажу так, что каждому ученику у меня был свой подход. То, что касается кнута или пряника, это раз на раз не приходится. Нельзя быть все время. Наше искусство в белых перчатках не делается. Хороший человек – это не профессия. Вы знаете, поэтому я бы даже, наверное, бы склонился к тому, что надо быть чуть строже. Надо где-то, конечно, прибодрить там все, но держать где-то какой-то у нас должна быть стенка между, да. Нельзя понебратство допускать. Ведь профессия артист балета – это прежде всего труд. Не каждый хочет трудиться. Лентяев хватает. Поэтому здесь, конечно, крутая пряника. А то, что касается вуза, здесь уже немножко надо по-другому, мне кажется. Вот, надо добиться такой атмосферы, чтобы мы были с обучающимися на одной волне. Ведь, понимаете, педагог здесь, в вузе, он не столько вот учитель, который сказать, вот так делай, вот так не делай, вот так делай, так не делай. Нет, его только надо направить. Пусть он сам карабкается в жизни. Здесь вот более надо как бы вот смотреть, наблюдать ему, как он сам двигается. Если он приобретет такие компетенции на выпуск, это можно сказать только браво такому педагогу. Это вот мое мнение. Отсюда. Дегаже, том, шаг дегаже, шоссе. Attitude. Конечно, у театра Астана балет очень большие возможности. Очень большие возможности. Есть, допустим, Рикардо Амаранто, у него западные уроки. Есть еще педагоги, заслуженная артистка казахская ССР Майра Шавкатовна Кадырова, которая по женскому классу очень сильный педагог, она вот туда упор делает, в основном вот так, чтобы все по-школьному было вставить.
приезжают очень часто приглашенные педагоги, как из России, так и из западных стран, зарубежных, да, с дальнего зарубежья. У меня мои классы, я, конечно, больше ориентирован на русскую все-таки, на русскую классическую школу, да, на систему Вагановой. Но в то же самое время, вот, вы знаете, здесь дело, наверное, в том, что больше танцевальности. Мне вот это нравится. Помимо того, что технически сложные комбинации в конце уроков, я люблю задавать, конечно. И в то же самое время очень много таких на координацию, на танцевальность, больше на корпус, больше на координацию, да, раскрепощение, чтобы как-то вот... Ну, чем у нас наш балет отличается от спорта? Вот, Аминочка, вы сами ответили, да. Вот у меня уроки в таком плане, да, состоят. Я думаю, что все строится на базе основы классического танца. Если ты этим владеешь, то тебе все подвластно. Все подвластно. В любом будешь стиле работать хореографии, в любом. Это априори. Это даже к бабушке не ходить. Здесь я всегда говорю, всегда вот, наверное, изо дня в день. Это штучный материал. Это должен быть дар свыше. Режиссера научить невозможно. Это только талант, природный талант. Конечно, он может научиться потом, как-то обретет такие компетенции, как делать какие-то постановки, но не будет в ней души, не будет смысла. Короче, режиссером надо родиться. Но в то же самое время я говорю, как помощь, говорю, для режиссера нету слова «нельзя». Надо только делать, смело изыскать. Все, что касается дисциплины, где присутствует слово «классический», там строгие каноны. Шаг лево, шаг право нельзя. Только по законам, по правилам классического танца, да. Это будь то композиция классического танца, дуэтно-классического танца и так далее. То, что касается казахского танца, народно-сценического танца, нельзя. А то, что касается режиссуры, пожалуйста, каждый студент у нас сейчас волен выбрать свой жанр, в чем ему комфортнее себя чувствовать. И даже создать свой. Да, абсолютно. Так же, как в свое время вот Борис Яковлевич Эйфман, это просто какие шедевры. Анна Каренина, «Красная Жизель», которая вот в театре Абая. Настолько они вот мне вот в душу запали. И я просто подумал, говорю, как это, к чему это относится? Нет, это язык Эйфмана, хореографический язык Эйфмана. По-другому я его никак не назову. Я не могу его приклеить там, к такому-то и другому стилю. Да, неоклассик или там школа Марта Грэхэм или еще там какой-то. Нет, это абсолютно он свой почерк нашел. Браво, маэстро. Любовь для меня это, вот знаете что, это вот прежде всего жертвенность самого себя для любимого человека. Любовь — это когда ты все время думаешь о любимом человеке, думаешь, как он сейчас, что он сейчас делает, какое у него настроение, все ли не в порядке, чем он сейчас дышит. Вот в моем восприятии это любовь. Говорят, любовь проходит через 3 года. Ну, не знаю. Не знаю. Это не случилось. Наверное, нет. Наверное, все-таки не совсем это правильно так говорить, что она 3 года только существует. Либо она есть, либо ее нет, наверное, да. Каждый день свой нужно проживать так, что вот как он сегодня есть. То есть, вы понимаете, вот, в нем надо искать свои плюсы, свой позитив. Вчерашнее ты не вернешь, завтрашнее еще, оно в обозримом там будущем. Надо жить сегодняшним днем, сегодняшними чувствами, сегодняшними проблемами. И как-то вот решишь все проблемы, все намеченные планы достигнешь,
вечером получаешь большое моральное удовольствие. Вы знаете, наверное, как у всех. зря. Да, день прожит нельзя. Не зря. Я думаю, что никак. Потому что она мне не нужна. Вот понимаете, вот всего, что вот в жизни у меня есть, мне этого достаточно. То есть я морально удовлетворен на сегодняшний день, то, что как моя жизнь прожита до сегодняшнего дня. А то, что будет завтра, это будем так говорить, то, что мы ее сами немножко будем выстраивать. Аминочка, то, что касается вас, балетоведов, то вы еще неизведанное поле, нива. Вы первопроходцы, но, знаете, вот институт балетоведения, это же балетная критика, оно такое ответственное. Вы именно хранители классического наследия. Если, к примеру, кто-то себе позволил сделать 2 тура не в первый арабеск, а в 5-ю позицию, вы уже могли бы это как-то уже осветить. То, что вот здесь какой-то, значит, неточность в исполнении того или иного солиста. Поэтому, Амина, вам в вашей профессии, вот, она, естественно, будет востребована. Тем более, вот вы сами закончили образование в Алматинском хореографическом училище, то есть эту профессию знаете изнутри, с азов, с детских лет до выпуска, именно по классическому танцу, то есть как профессиональная уже балерина. Это вам, конечно, у вас это большой плюс. Удачи вам в будущей профессии. Вы и нам всегда в помощь только.